Признание независимости Абхазии России стало ключевым событием в новейшей истории республики, определившим вектор ее государственного развития. Как отметил председатель партии «Единая Абхазия» Алхас Барзани, республика лучше многих знает цену независимости, потому что высоко заплатила за нее. Мы знаем цену независимости лучше многих, потому что заплатили за нее самую высокую цену – жизнями и здоровьем отважных наших друзей. И именно поэтому мы обязаны говорить об этом честно и открыто, без иллюзий, как сохранить и укрепить то, что было завоевано и признано. Мир сегодня меняется стремительно. Растет неопределенность, усиливается санкционное давление на союзников России. И мы видим попытки отдельных внешних сил влиять на внутренние дела постсоветских государств. В этих условиях для Абхазии особенно важно понимать, наш суверенитет держится не только на признании, он держится на прочности российско-абхазского союзничества. За прошедшие годы взаимодействия России и Абхазии прошло проверку временем и внешними вызовами. Вместе с тем, современная геополитическая обстановка ставит перед абхазским обществом закономерный вопрос, как сохранить и укрепить суверенитет страны в условиях меняющегося миропорядка. В отношениях России и так называемого коллективного Запада, именно 2008 год. Не случайно, понимая это, наш президент чуть ранее в Мюнхене сделал фактически последнее публичное предупреждение. Это нельзя эти события разделять, они просто вот. И, мне посчастливилось, просто я в тот период был депутатом Государственной Думы, и я сопровождал в ряде поездок и переговоров, в том числе в узком составе, и президента Путина, и президента Медведева. Поэтому я и говорю, время до мемуаров это еще, наверное, далеко, но, в общем, ситуация была напряженная очень. И риски заключались в том числе и в том, это не секрет на самом деле, что, к сожалению, была вероятность Третьей мировой войны. Вот это было очень все серьезно. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил народ Абхазии с предстоящим днем признания независимости. Письмо на круглом столе в Сухуми зачитал член бюро Высшего совета партии Андрей Климов. 26 августа 2008 года навсегда вошло в историю как торжество справедливости и права абхазского народа на самоопределение. За прошедшее с того знакового момента время республика добилась значимых результатов в деле упрочения своей государственности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Уверен, что основанное на взаимном уважении сотрудничество между Единой Россией и Единой Абхазией будет и впредь способствовать укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Сухумом. Желаю вам мира, благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо Республики Абхазия. Дмитрий Медведев. Грузинские власти сами поставили точку во взаимоотношениях с Абхазией, развязав войну в 1992 году, сказал общественно-политический деятель Сергей Шамба. В истории всегда так бывало. Страна, которая начинала войну и ее проигрывала, она теряла территории. Это за примерами далеко ходить не надо. Это Германия, которая развязала войну, Первую мировую, проиграла ее, потеряла территорию. Потом Вторую мировую войну развязала, проиграла, потеряла территорию. Япония развязала войну, потеряла территорию. Это всегда было так в истории человечества. Тем более Грузия потеряла не свои исконные земли, она потеряла то, что было искусственно при Сталине, вопреки воле народа Абхазии, сделано включение Абхазии автономии в состав Грузинской ССР. Организаторы круглого стола выразили надежду, что дискуссия придаст новый импульс укреплению межпартийного и межгосударственного диалога между Россией и Абхазией и станет заметным событием в преддверии Дня признания независимости Республики Абхазия. Милана Агрба, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.